вам, сельские и городские, уважаемые учителя, добрые, злые и никакие капитаны на мостике корабля. Удачи вам, дебютанты и асы, удачи, особенно по утрам, когда вы входите в школьные классы, одни как в клетку, другие как в храм. Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые друзья. Действительно, сегодня большой праздник. Мы, к сожалению, редко задумываемся о роли учителя в жизни каждого из нас. Действительно, роль учителя, она не так, наверное, видна. Это невидимая рука. Это невидимая рука, которая ведет каждого из нас и каждого из людей всю его жизнь. От имени профессорско-преподавательского корпуса нашего университета я бы хотел выразить слова благодарности прежде всего ветеранам нашего Башкирского педагогического института или университета, как кому ближе. Я бы хотел выразить слова благодарности всем вам, уважаемые коллеги, за ваш каждодневный труд. И, конечно же, я бы хотел поздравить наших студентов. Дай Бог, вы будете учителями, вы будущее нашей страны. Естественно, не могу обойти стороной и выпускников нашего университета, и не только нашего университета, тех, кто сегодня, каждый день приходит в школу всю душу свою отдать ученикам. Ну а сегодня, в День учителя, мы как-то приняли решение еще в начале 2021 года, что 5 октября 2021 года мы дадим старт мероприятиям, посвященным 55-летию нашего университета. Мы долго думали, с чего бы такого начать, и вначале поступило предложение: давайте мы сделаем виртуальный музей истории Башкирского госпедуниверситета. В ходе работы, Тахир Мажевич возглавлял эту работу, наш профессор, мы приняли решение, что, наверное, нам нужно создавать виртуальный музей образования Республики Башкортостан. Дело в том, что в Башкортостане очень богатая история. Тысячи различных событий, тысячи имен, которые имели непосредственное отношение к образованию, к педагогическому образованию, к педагогической науке. Наш музей состоит из 7 разделов. Первый раздел посвящен нашему университету. Там много глав, там много параграфов, там много подпараграфов и так далее. Второй раздел посвящен истории педагогического образования дореволюционного периода. Третий раздел посвящен педагогическому образованию и педагогической науке в советское время и в современный период. Четвертый раздел называется «Родители просвещения». Он посвящен деятелям образования, которые внесли свой вклад в развитие педагогического образования или педагогической науки. Пятый раздел посвящен документам. Очень много документов собрано. Шестой раздел – новостная лента, педагогическая лента, мы ее назвали, мы ее же стали компоновать. И седьмой раздел, мы назвали этот раздел «Википедагогика», этот раздел для того, чтобы была обратная связь с исследователями, студентами, общественностью, может быть, органами образования. Мы все понимаем, что это не такой музей, который находится в здании. То есть он будет постоянно расширяться и углубляться. И там очень много перспектив. Честно говоря, поражен даже чистой работы, которую вы провели за достаточно очень короткий период времени. Создали виртуальный музей образования, начиная от истоков, до революционных истоков и заканчивая современным периодом. Для меня великий советский педагог и просветитель Василий Александрович Сухомлинский. Его фразы врезались мне в память еще, когда нас учил Раиль Мирович. Фраза «воспитание». Что такое воспитание? Воспитание – это процесс преображения человека и, самое главное, отражение себя в другом человеке. То есть через воспитание мы сохраняем себя в поколениях. Поэтому, наверное, самой важной ипостасью учителя является то, что мы передаем частичку своей души, своей любви, энергии, знаний, нравственных основ из поколения в поколение. С праздником! Спасибо.